Жанна, скажите, пожалуйста, а как выглядят анунаки на самом деле? Прекрасно и совершенно. Но человеческое зрение устроено так, что они не могут видеть анунака в их естественном виде. Для них анунаки прозрачны, как воздух. Жанна, скажите, пожалуйста, а анунаки могут подселяться или же вселяться в чужие тела? Да, конечно, могут. Но только с согласия личности. Ну, конечно, за исключением крайне необходимых случаев. Жанна, люди спрашивают, а какими критериями руководствуются анунаки, когда выбирают, кому подселиться? Ну, все зависит от миссии и ее задач. Жанна, скажите, пожалуйста, испытывают ли анунаки какие-либо неудобства после вхождения в тело земного человека? Конечно, испытывают. После создания симбиоза с представителем человеческой расы самые большие неудобства заключаются в том, что нужно заботиться о плотном материальном физическом теле и удовлетворении его потребностей, которые отсутствуют уже миллиарды лет у расы анунаков, которые достигли наивысшего уровня развития. Жанна, люди спрашивают, а как сказывается на личности подселение анунака? Но для личности землянина это подобно награде. Это возможность соприкоснуться с Высшим и развиваться в соответствующем направлении. Анунаки же используют физиологические и интеллектуальные ресурсы, имеющиеся у представителей землян. Этот симбиоз полезен обоим, и представителям землян, и представителям анунаков. Личности землянина даются колоссальные возможности для своего развития, а анунаки получают возможность общения с людьми и пребывания тут, в видимом и естественном для людей образе. Жанна, люди задают вопрос, а какого возраста должен быть человек, чтобы к нему мог подселиться анунак? Любого. Возраст не имеет значения для формирования симбиотической пары. Жанна, скажите, пожалуйста, по каким признакам можно понять, что к тебе подселился анунак? Ни по каким. Это абсолютно осознанный процесс, который происходит с согласия личности. Жанна, скажите, пожалуйста, а сколько живут анунаки? Сколько надо. Жанна, люди спрашивают, а почему вы говорите на русском языке? Анунаки, пребывая в симбиозе с представителем человеческой расы, используют тот потенциал и ресурс, которым обладает данная особь. Жанна, многие люди спрашивают, а как подружиться с анунаками? Легко. Для начала людям достаточно подружиться друг с другом. Тогда и дружба не только с анунаками, но и с представителями других высших рас станет реальностью для землян. Жанна, скажите, пожалуйста, а проживают ли на Вамфиме, кроме анунаков, кто-либо еще из других рас? На Вамфиме постоянно проживают представители различных цивилизаций, в том числе и множество землян. Кстати, условия для которых на Вамфиме гораздо лучше, чем на Земле. Земляне на Вамфиме живут во много-много раз дольше и при этом не болеют, да и практически не стареют. Жанна, ежегодно по миру бесследно исчезают, только по официальным данным, до 10 миллионов человек. То есть за 10 лет бесследно исчезает целая страна. Не могли бы вы сказать, куда они пропадают? Конечно, есть масса различных причин, но и планет, подобных Вамфиму, много. Жанна, скажите, пожалуйста, а контактируют ли анунаки с творческими личностями, создающимися писателями, музыкантами, учеными? Да, конечно, контактируют. И многие из тех, кого вы считаете умершими, здравствуют сейчас на Вамфиме. Ну, или на подобных планетах. Жанна, скажите, пожалуйста, остались ли выжившие после гибели таких планет, как Марс и Фаэтон? Ну, а вы кто? Жанна, скажите, пожалуйста, а проживают ли на нашей планете представители внеземных цивилизаций, помимо анунаков? Да, конечно, проживают. Но их не сильно много, всего лишь представители нескольких десятков цивилизаций.